Здравствуйте, ребята! У нас с вами сегодня урок физики. Этот урок проведу я, учитель физики средней школы номер 4 имени Акбаралиева и Шалиева Саида Кочкаралыевна. Сегодня во всем мире объявлена пандемия коронавируса, поэтому вы должны соблюдать следующие правила. Чистые руки – твоя защита. Прикрывай свой рот и нос. Заболел? Останься дома. Вызови врача и обязательно надень маску. Будь дома. Дома безопасно. Ребята, не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Несмотря на любые преграды, мы продолжаем учиться. Апокалипсис шагает по планете. Испугались все, и взрослые, и дети. Из Китая к нам пришел коронавирус. Овощи с прилавков испарились. Все в аптеках маски раскупили. Ведь от вируса не найдена вакцина. Но одно есть действенное средство. Формулу его мы знаем с детства. Надо утро начинать с улыбки. Даже если день промозглый и безликий. Улыбнись скорей тому, кто рядом. Позитивом заряжаться непременно надо. Даже если грустно, улыбнись. Хоть и настроение на нуле. Улыбнуться и тебе в ответ. Позитивней вируса на свете нет. Чтобы укрепить иммунитет, передай другим тепло улыбки. Ведь на свете средства лучше нет, чем добра надежная прививка. Давай завирусим с тобой добро. Пускай же победит скорее оно болезни все, невзгоды и ненастье, и приведет с собою вирус счастья. Итак, у нас сегодня тема урока «Механические колебания и волны». Цели урока – обобщить, совершенствовать знания по теме колебания и волны, совершенствовать навыки решения задач различного типа и расширить кругозор учащихся. Колебание – это движение, повторяющееся в определенный промежуток времени. Итак, колебательным движением называется периодически повторяющиеся движения тел. Существуют следующие виды колебания – свободные и вынужденные. Свободными называются колебания, происходящие под действием внутренних сил в колебательной системе за счет первоначального запаса энергии. Вынужденными колебаниями называются такие колебания, которые происходят под действием внешних сил, периодически изменяющихся с течением времени. Основные характеристики колебательного движения. Амплитуда – это максимальное смещение. Период колебаний – это время одного полного колебания. T равно T, деленное на n. Период колебания измеряется в секундах. T равно единица, деленная на нью. Частота колебаний – это число колебаний в единицу времени. Нью равно n, деленное на t, и измеряется в герцах. Нью равно единица, деленная на t. Математический маятник – это тело небольших размеров, подвешенное на тонкой нити, масса которой пренебрежимо мала по сравнению с массой тела. Теперь решим эту задачу. Если груз, подвешенный на пружине, за 2 минуты делает 60 колебаний, то определите период и частоту этого колебания. Пишем «дано». Здесь число колебаний равняется 60. Время 2 минуты нужно перевести в систему Си, это будет 120 секунд. И решаем по формуле T равно T, деленное на N. Таким образом у нас получается 2 секунды.
ню равно единице, деленное на t. Получается 0,5 Гц. Ответ t равно 2 секунды и ню равно 0,5 Гц. Вопрос. Какие из ниже приведенных движений предметов являются примерами колебательного движения? А. Игла швейной машинки. Б. Движение шарика по горизонтальной поверхности. В. Падение яблока с дерева. Правильный ответ – игла швейной машинки. Механические волны – это процесс распространения механических колебаний в различных средах, в твердых, жидких и газообразных телах. Скорость распространения звука в этих средах, то есть в газах, в жидкостях, в твердых телах, различная. Например, скорость звука в воздухе 331 метра в секунду, в водяном паре 494 метра в секунду, в обычной воде 1497 метров в секунду, в ртути 1451 метр в секунду, в железе 5850 метров в секунду, в меди 4700 метров в секунду. Характеристики звука. Громкость – это качество слухового ощущения, зависящее от амплитуды колебаний. Высота – это качество слухового ощущения, зависящее от частоты колебаний. И тембр – звуковая окраска. Скорость и длина волны. Скорость волны – это скорость распространения колебаний в упругой среде. Скорость волны равняется произведению длины волны на ее частоту. Длина волны – это расстояние, на которое распространяется волна за время, равное одному периоду. Длина волны равняется произведению скорости волны на ее период. А теперь порешаем еще задачу. Скорость звука в воздухе 340 метров в секунду. Длина звуковой волны в воздухе для самого низкого голоса человека достигает 4,3 метра. Нужно определить частоту колебаний этого голоса. Записываем. Дано. Лямбда равно 4,3 метра, В равно 340 метров в секунду. Нужно найти частоту. Решаем по формуле ню равно V, деленное на лямбда. Ответ получается 79 Гц. Вопрос. В какой среде скорость звука самая большая? А. В воздухе, Б. В воде, В. В стекле и Г. В железе. Правильный ответ – в железе. Для закрепления темы напишем физический диктант. Этот диктант состоит из 7 вопросов. Почему 7? Потому что наш кыргызский народ жил, живет и будет жить, опираясь на идеологию Манаса. Вы знаете 7 заветов Манаса. Ответы на эти вопросы будете отмечать с помощью цифр 0 и 1. Почему я выбрала эти цифры? Потому что 2020 год объявлен президентом Кыргызской Республики годом развития регионов и цифровизации. Итак, физический диктант. Первый вопрос. Колебательное движение характеризуется амплитудой, периодом и частотой колебания. Второй вопрос. Период колебания обозначается буквой ню. Третий. Частота колебания измеряется в герцах. Четвертый. Система, состоящая из нити и шарика, называется математическим маятником. Пятый вопрос. Волна – это механическое колебание, которое распространяется в определенной среде. Шестой вопрос. Скорость распространения волны обратно пропорциональна длине волны.
7 вопрос. Отражение звука от препятствий называется звуком. Ответ должен быть вот таким. Рефлексия урока. Ребята, вы должны написать себе эту схему и заполнить, что вы сегодня на уроке узнали. Я повторил, я научился, я запомнил. Итак, мы закончили наш с вами урок. Домашнее задание. Упражнение 15, 3-6 задача. До свидания, до новых встреч!